Всем привет, с вами iOS Movie. Знаете, доверяя Биллу Гейтсу, я разрешил своему компьютеру на Windows 7 на 64-битной архитектуре включить автоматическое обновление. И он, то есть Билл, мне выслал обновление, после которого мой компьютер, как упертая скотина, перестал запускать какие-либо сторонние программы. С тех пор я, конечно, проклинал Билла, но варианты искать надо, то есть способ решения нужно искать. Номер ошибки, который вывел мой компьютер, вы сейчас видите на своих экранах. Это происходит чаще всего на Windows 7 на 64-битной архитектуре. Я, соответственно, порыскал весь интернет, разные варианты. Мой компьютер даже отказался ввести себя в режим восстановления, почему он очень упертый у меня. Нашел я решение, попробовав комбинацию Windows плюс кнопка R, которую вы видите сейчас на своих экранах. И после этого выходит панель, и вы набираете вот эту комбинацию. Соответственно, надо быть очень внимательным. Плюс в начале комбинации ставим пробел. Это очень важно. В описании я все подробно напишу, какие именно комбинации. Не нужно пробовать все эти комбинации. Просто у определенных компьютеров определенный код сработает. То есть каждый компьютер разном давление скачал, и, соответственно, по-разному на это реагирует. Я точно не сильно разбираюсь в Windows, так что объяснить точно я вам это не могу. После этого мы жмем на кнопку «Далее». Он просит перезагрузить, вы соглашаетесь с этим и пробуйте. Если ситуация повторяется, то есть вы опять открываете какие-то программы, там, допустим, Google Chrome, даже сам Internet Explorer, хотя мы им никогда не пользуемся, даже если он не открывается, то опять повторяем все то же самое, но уже с другой комбинацией. То есть я почитал в интернете и просто понял, что не у всех одна и та же комбинация срабатывает. У меня определенно, конечно, комбинация сработала. Я просто уже сейчас не помню, какая именно она была. Но дело не в этом. После этого, после того, как вы видите, что все сработало, можете свободно пользоваться. Да, и совет, конечно же, на прощание. Вообще выключать эти обновления. Это не Apple, чтобы с каждым обновлением становилась система все лучше и лучше. Windows все наоборот. У них все хуже и хуже. Windows 8 вообще непонятная. То есть в каком плане непонятно? Они не могут определиться, у них плиточная система или обычная. Они и ту, и эту оставили. Да и вообще я считаю, что смешивать планшеты с компьютерами это не вариант. Пускай на компьютере будет своя система, на планшетах своя. Как, например, сделать это iPad. В принципе, это намек на то, что пора уже мне копить денежки на Mac. Ну, с вами была iOS Movie. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. До свидания.